Добрый вечер. В эфире выпуск новостей в студии Султания Ситакаева. Сегодня в программе. Крымские центры «Мои документы» предоставляют новую услугу. С этого дня крымчане могут выбрать удобный участок для голосования на предстоящих выборах. Бездорожье, отсутствие уличного освещения и игровых мест для детей. Когда появится свет и дороги в 5 и 6 микрорайонах Бахчисарая. На Миллете российские байкеры. Как встретили ночных волков на крымско-татарском телеканале. Крымский спортсмен по вольной борьбе Энвер Федосов завоевал бронзу в Москве. Суд Киева постановил взыскать с России свыше $1 миллиарда. По мнению главы Крыма, в данном случае грабитель хочет получить компенсацию с тех, кого он ограбил. Сергей Аксенов напомнил, что в 2014 году накануне референдума Киев заблокировал более $1 миллиарда гривен на счетах республики в Главном управлении Государственной казначейской службы Украины. Это были средства простых крымчан, зарплаты бюджетников и детские пособия. После референдума украинские банки сбежали с территории полуострова, прихватив с собой сбережения крымчан на миллиарды рублей. Также на своей официальной странице в социальной сети Facebook Сергей Аксенов отметил, что компенсации пострадавшим до сих пор выплачивает российское государство. Также глава добавил, что к этому надо приплюсовать ущерб, нанесенный Крыму за 23 года украинской аннексии, как минимум 2,5 триллиона рублей по предварительным подсчетам и ущерб от блокад, прежде всего водной и энергетической, который также исчисляется миллиардами рублей. С сегодняшнего дня крымские центры «Мои документы» предоставляют новую услугу. Заявитель сможет определить самый удобный избирательный участок на момент проведения выборов депутатов Государственного совета Республики Крым второго созыва, которые состоятся 8 сентября 2019 года. О том, как воспользоваться новой услугой, расскажет Диана Бекмамбетова. Татьяна, с этим электронным талоном вы подходите на избирательный участок. Спасибо большое. Всего доброго вам. Счастливо. До свидания. Спасибо. Татьяна Сапега получает свой талон в центре «Мои документы» для голосования на выборах. На бумаге указан удобный для нее избирательный участок. Он находится не по месту прописки в Джанкое, а в Симферополе. Тут она живет и работает мастером ногтевого сервиса. Мне не придется потратить время и средства для того, чтобы поехать и проголосовать по месту регистрации, так как все равно голосую я обязательно. Татьяна решила забрать свой документ в первый же день действия новой услуги. Выбрать пункт для голосования теперь может любой крымчанин. Для этого нужно подать заявку в центры «Мои документы» или «Мой бизнес». Это можно сделать один раз. Сотрудники помогают найти подходящий избирательный участок и его номер. В рамках данной услуги все сотрудники МФЦ проходили специальное обучение и готовы принимать всех жителей Республики Крым. У специалистов есть не только теоретические знания, но и опыт. Всю ту же самую процедуру мы проводили на выборах президента Российской Федерации. Соответственно, по той же самой схеме, как и было ранее, мы принимаем граждан Республики Крым, желающих поменять избирательный участок для себя. Получить приоритетный талон можно с 24 июля по 4 сентября. Списки избирательных участков уже сформированы. 8 сентября крымчане выберут депутатов в Госсовет Республики сроком на 5 лет. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Бездорожье, отсутствие уличного освещения и игровых мест для детей. Эти и другие проблемы озвучили жители 5 и 6 микрорайонов Бахчисарая депутатам городского совета. Когда появится свет и дороги у людей, в нашем следующем сюжете. Жители 6-го микрорайона собираются на улице Тугай-Бей. Они встречаются с депутатами городского совета. На неосвещенные улицы и бездорожье жалуется Эльмас Муаремова. Рассказывает, ходить с фонариками, утопать в грязи люди просто устали. А зимой и осенью, когда быстро темнеет, страшно возвращаться домой после работы. В основном проблема у нас дорога. Это наверное, везде так. Потом освещение. Вот получается, да, осветили улицу, все хорошо. Но лампочки, я не знаю, как они у них, насколько рассчитаны, они постоянно перегорают. А 7-летний Эрлан Усиинов просит детскую площадку. Ему негде играть с друзьями. Еще я хочу, чтобы здесь очень было весело. Чтобы здесь построили качели, горку, песочницу, карусели и все другое. Жители даже нашли место для детской площадки рядом с лесом. Там родители уже своими силами установили одну
горку. У нас очень много детей вот по этой улице, все собираются здесь. И толком негде поиграться детям. Депутат Шевкет Бекиров сообщил, что в ближайшее время там, где установлены фонари, заменят лампочки. Также уже выделено 65 миллионов рублей на капитальный ремонт дороги по улице Кооперативная. Общаемся с жителями, вопросов очень много и проблем очень много. Вопросы касаются дорожного покрытия, освещения. По обращению жителей будем по возможности помогать в решении данных вопросов. А в 5-м микрорайоне около 20 семей не могут подключить газ в свои дома. На их улицах нет центральной сети газоснабжения. На обращение жителей местные власти просят подождать. А сколько придется ждать, неизвестно. Не идет. Сетей нет. Сетей нету, они недостроены, да. Получается, а напротив меня также соседи живут, и они не могут добиться газа. Или очередя, или у Горгаза просто не хватает своих мощностей. Депутаты пообещали, что уже на этой неделе проведут выездное совещание со специалистами Горгаза. Попытаемся, значит, оказать содействие для людей, чтобы они ускорились в газификации. Там 20 где-то домов, сейчас где-то порядка 10 уже те люди, которые бы могли принять газ. Жители не теряют надежды на помощь депутатов, тем более, что она обещана. Также они намерены продолжить добиваться от местных властей благоустройства своих микрорайонов. Султанис Такаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». Номер городской маршрутки с 93-й изменится на 4-ку. Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова в ходе встречи с жителями района Петровская Балка. Здесь более 15 лет по маршруту Неаполь-Скифский-Льдозаводское курсировала 4-ка. С обновлением автобусов изменился и номер маршрутки на 93. Однако жители принципиально требуют вернуть маршруту прежний номер. Мы сейчас на общем собрании с жителями решили, что все-таки мы номер 93 изменяем на номер 4. Меняем схему движения, как и раньше ходила 4-ка. И более того, так как этот микрорайон еще обслуживает маршрут номер 85, мы в тестовом режиме на этих выходных запускаем маршрут номер 4, как он ходил раньше, чтобы люди знали, вот мы сейчас это обсуждали. И маршрут 85 пускаем по улице Козлова в прямом и обратном направлении. Посмотрим, как проедется этот маршрут, как будет пассажиропоток. И, собственно говоря, на следующей неделе уже примем окончательное решение. В гостях у телеканала «Миллет» российские байкеры «Ночных волков» встретили традиционно с чашкой ароматного кофе и национальными блюдами. Чебуреки, янтых и самса пришлись по вкусу представителям мотоклуба. Для них сотрудники организовали и экскурсию. Рассказали об особенностях работы телеканала, студии новостей и техническом обеспечении эфира. Также мы вещаем, кроме Крыма, в аналоге и в цифровом вещании, мы вещаем на спутнике. Атмосфера крымско-татарского телеканала впечатлила байкеров. Они уже пригласили сотрудников на свое предстоящее байк-шоу. Оно пройдет 10-11 августа. «Тень Вавилона» – это не просто рев мотоциклов, а целое театральное действие, трюки в огненных кольцах и выступления знаменитых артистов мира. Полностью сконцентрирован на предстоящем байк-шоу. Там остается 2 недели, мне сейчас ни до каких посещений, исключение сделал только вам. Я рад, что я увидел, познакомился, так сказать, с вашим рабочим местом. Здесь вообще немножко другой дух. И чувствуется, что это Миллет. 69 выпускников крымского филиала Краснодарского университета МВД России получили дипломы о высшем образовании. Теперь лейтенанты полиции будут проходить дальнейшую службу в подразделениях следствия, дознания и уголовного розыска. 13 выпускников окончили обучение с отличием, из них 3 с золотой медалью. На молодом поколении сотрудников полиции всегда лежит важная задача – оправдать доверие граждан. И задача правительства Республики Крым – всесторонне содействовать повышению престижа службы в органах внутренних дел и, несомненно, служить связующим звеном между полицией и гражданами. Мечеть, хорошие дороги и новая детская площадка. Пока только мечты для жителей поселка Авдет Кировского района. По дорогам здесь стоит ходить аккуратно. Не только потому, что они в плохом состоянии, а потому что прямо под ногами может прорвать водопроводные трубы. Подробнее Ильмас Аблакимова. Мамбет Буджуров с октября 1992 года живет в селе Авдет, месте компактного проживания крымских татар. Асфальта здесь не видели с самого основания поселения. По дорогам Авдета можно проехать только на внедорожнике.
внедорожники, и то в сухую погоду. Вот ты здесь, дожди идут, здесь утонешь, как наступишь, так утонешь. Часть улиц еще в 2014 году посыпали щебнем, остальные – сплошное бездорожье. Вот, посмотрите, пожалуйста, наши дороги. Я не могу проехать к себе домой. Вот, посмотрите наши дороги. Это один из проблемных участков дороги. Здесь прямо во время съемки водопроводные трубы под землей прорвало, что постепенно превратило улицу в болото. Жилой массив Авдет – это 6 улиц и почти 150 домов. В каждом по 2-3 ребенка. Только играть им негде. Детская площадка в плохом состоянии. Еще потом мы возмущаемся. Дети сидят за компьютером. Конечно, а куда им ходить? Некуда ходить. В администрации Кировского сельского поселения о проблемах Авдета знают и уверяют, новая детская площадка будет готова уже к концу августа. А вот обеспечить дорожное покрытие в Авдете сложнее. В настоящее время администрацией проводится работа по оформлению данных дорог в собственность муниципального образования, что впоследствии даст возможность участвовать в различных программах с целью получения финансирования и дальнейшего проведения их ремонта. На этом месте пока только разбросанные каменные плиты, и по зеленому указателю можно понять, здесь будет построена мечеть Азатлык. Этот баннер установили еще год назад за свой счет местные жители. Вопросом строительства я уже занимаюсь 15 лет. У нас вот, сами увидите, там даже материал готов и фундамент под землей. Представителями местной власти уже поданы соответствующие документы в Госкомрегистр. В течение месяца договор на безвозмездное пользование будет передан мусульманской общине поселения. Эльмас Аблакимова, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. В Симферополе сгорел частный дом. ЧП произошло вчера около 11 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму. Во время возгорания в двухэтажном доме находились 2 человека. Их эвакуировали спасатели. Здоровью людей ничего не угрожает. Огнеборцы ликвидировали пожар в течение часа. Причины возгорания выясняются. Произошло возгорание кровли жилого частного дома. Сотрудниками Федеральной противопожарной службы была эвакуирована хозяйка домовладения. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям и оперативному прибытию сотрудников первого пожарно-спасательного отряда пожар был вовремя ликвидирован. Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Не доплатили за фото. В Судаке фотографы с животными избили отдыхающих у стен Генуэзской крепости. Видео с кадрами избиения выложил в соцсети местный видеоблогер. По его словам, причина такого зверского поведения – отказ платить за фото с орлом. По словам местной администрации, борьба с псевдофотографами ведется системно, но наказание слишком мягкое. Федеральными властями сейчас готовится документ с перечнем запрещенных к содержанию животных, поскольку именно они зачастую становятся жертвами так называемого курортного бизнеса. В МВД Республики Крым по происшествию в Судаке проводится проверка. В Крыму с поличным задержали 2 коммунальщиков при получении взятки в размере 160 тысяч рублей. По информации правоохранителей, подозреваемые вымогали деньги за подключение объекта предпринимателя к коммунально-городской сети. Против нарушителей возбуждено уголовное дело, обвиняемые уже под домашним арестом и с подпиской о невыезде. Белогорским межрегиональным следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым по материалам отдела по борьбе с экономической преступностью и противодействия коррупции ОМВД России по городу Судаку в отношении должностных лиц государственного предприятия возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 290 «Получение взятки» и частью 3 статьи 291 «Посредничество во взяточничестве» Уголовного кодекса Российской Федерации. Спортсмен по вольной борьбе Энвер Федосов стал бронзовым призером открытого чемпионата России среди ветеранов. Соревнования посвятили 75-летию чемпиона мира Ваника Маргаряна. Всего участвовало более 170 спортсменов из 43 регионов страны. Подробнее о жизни и спортивных победах Энвера Федосова расскажет наш корреспондент Севиля Миметова.
Это бросок с прогибом. Благодаря этому приему 53-летний бронзовый чемпион по вольной борьбе Энвер Федосов не раз побеждал в соревнованиях. Вот уже 45 лет он борется на татами. Сейчас спортсмен готовится к предстоящему турниру и все свое свободное время проводит в спортзале. Когда я выступаю на соревнованиях, я не смотрю на своих соперников. Мне больше всего нравится бороться с самим собой, потому что мне 53 года. И в молодости я очень получил большие травмы позвоночника, через которые мне приходится постоянно мучиться с этими болями и бороться. Это самый первый диплом, который я получил на своих первых соревнованиях. Я их выиграл. Я выиграл у очень хороших ребят, я этих ребят до сих пор помню. И я помню, как это диплом сыграл вообще большую роль в моей жизни. Старт спортивной карьеры Энвера Федосова начался еще в 1970-х годах. Сегодня он единственный в республике спортсмен по вольной борьбе, выступающий в категории ветераны. И это очень тяжело, потому что у тебя нет ни секунданта, никого нет. И даже в случае какой-то травмы морально очень тяжело. Несмотря на многие трудности и травмы, главная поддержка Энвера Федосова – семья. Жена, дети и сестра спортсмена мотивируют его побеждать на соревнованиях. Я гордилась, что у меня братья спортсмены. Меня никто никогда не обижал, потому что у меня братья были сильные, их все боялись. Старший брат у нас занимался карате, а Энвер вот занимался борьбой. Раньше очень... Знаете, досуг был очень хорошо организован. И у нас в нашем доме был подвал, в котором собиралась вся молодежь, и они там гирю поднимали, штангу поднимали, боролись и дружили всем двором. Потому что спорт, он объединял людей. В копилке Энвера Федосова 60 грамма, 3 кубка и 20 медалей. В 2017-2018 году его признали лучшим спортсменом Крыма среди ветеранов. Но борец не останавливается на достигнутом и продолжает защищать честь республики. 14 июля симферополец стал бронзовым призером открытого чемпионата России по вольной борьбе среди ветеранов. Турнир прошел в Москве. Соревнования посвятили 75-летию чемпиона мира Ваника Маргаряна. Всего участвовало более 170 спортсменов из 43 регионов страны. Кроме спортивной карьеры, Энвер Федосов параллельно тренирует подрастающее поколение. Один из его учеников, Эрвин Суфьянов, в свои 6 лет уже завоевал титул чемпиона Крыма по греко-римской борьбе. Тренер уверен, его ждет большое будущее. Я очень люблю греко-римскую борьбу, и в будущем я обязательно стану чемпионом. В вольной борьбе, как и во многих видах спорта, важна не только сила, но и техника. И сейчас бронзовый призер чемпионата России мастеров ковра покажет на мне прием под названием «Вертушка». Ну что, передаю свой микрофон оператору и сама в бой. Что нужно делать? Давай. Повтори. Не все страшно, не все так страшно. Можно повторить. Давай. Как выяснилось, журналисты тоже умеют бороться. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в октябре в Грузии. Севелин Меметова, Герай Абдулаев, Виталий Голубев, телеканал Миллет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Хорошего вечера.